Вот так примерно русские заполняют оккупированную Ичкерию руками своих марионеток, мечетями и медресе для постоянной идеологической обработки и контроля населения через взращивание огромного количества мулократии. При этом общий уровень светского образования в оккупированном регионе катастрофически снижается из-за массовой нехватки качественного преподавательского состава в учебных заведениях, так как из-за очень низкой оплаты труда бывшие учителя вынуждены искать другие альтернативы. А религиозные исламские деятели, жрецы, в силу своей услужливости любой власти, огромного влияния на народ и манипулятивного потенциала, остаются на очень хорошем счету у оккупационного режима. Они получают большие гонорары, дорогие машины, льготы, и это безусловно привлекает молодежь в их круги. И сказать, что такой подход не является намеренной политикой русских в отношении подрастающего чеченского поколения, было бы противоречием. При таком развитии ситуации в оккупированной республике данная иллюстрация к 2035 году станет скорее реальностью, чем фантазией. Именно поэтому мы, в соответствии с нашей светской конституцией 1992 года, придерживаемся позиции, что любые религиозные объединения должны быть полностью отделены от государственного аппарата, поскольку они в силу своей природы, как самостоятельно, так и в руках любой власти становятся мощным инструментом управления, подавления и контроля над народом. ЧДП-Инфо